каждой церкви российской отслужите молебен. Явлен новый заступник в небесах у Руси. Рядовой Родионов, как прибудешь на небо, ты у Бога прощения грешным нам попроси. С этих пор на иконах есть святой в камуфляже. С этих пор в Божьем войске пограничник есть свой. Кто из нас малодушных также ворогу скажет: крест с меня сможешь снять ты лишь с моей головой? Кто из нас малодушных также ворогу скажет: крест с меня сможешь снять ты лишь с моей головой? Даже с мертвого тела враг креста снять не в силах. На смерть праведной кровью крест у сердца пристыл. Рядовой Родионов, помолись за Россию, чтоб твоею молитвой всех Господь нас простил. Рядовой Родионов, помолись за Россию, чтоб твоею молитвой всех Господь нас простил. В каждой церкви российской буду долго гулять, не ругай меня, мать. В этот праздник службу вспомнить я хочу. Она всегда суровая была, пусть поет о том солдатская душа. Ночами нас душила тишина, как горела в огне, как тонула в слезе, как ночами нас душила тишина. Погоны и звезды на плечах, парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погранвойсках. У нас в руках спокойствие державы. На КСП летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи. Нас Родина на прочность проверяет. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. В полях, горах, лесах тяжелый ратный труд несем мы гордо. Зеленые погоны мы носим на плечах, и на своей земле стоим мы твердо.
кордоны и деды, и отцы из века в век держали, погибая. Ведь первый бой обычно принимают погранцы, с собой родных и близких заслоняя. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы начеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы начеку, мы в состоянии войны. Погранзастава по периметру страны, мы начеку, мы в состоянии войны. Здесь обманчива тишина, и реально команда к бою, а Россия на всех одна, и она за твоей спиною. Кто-то скажет самообман, ценит весь мир иначе, и друзьям, что в наряд ушли, пожелаешь в горах удачи. Пограничная полоса, так всегда было, есть и будет. Пограничная полоса, кто узнал ее, не забудет. Это ночи тревожных снов, это горы в тумане синем, где мечтали мы об одном: возвратиться домой в Россию. И мечтали мы об одном: возвратиться домой в Россию. 1941 года, в один из самых длинных дней в году, Германия начала войну против Советского Союза. В 3 часа 30 минут части Красной Армии были атакованы немецкими войсками на всем протяжении границы. Германская авиация и артиллерия одновременно на всем протяжении государственной границы Советского Союза от Балтийского до Черного морей нанесли массированные огневые удары. Удар был нанесен по военным и промышленным объектам, железнодорожным узлам, аэродромам и морским портам на территории Советского Союза на глубину 250-300 километров от государственной границы. За первый день Великой Отечественной войны было уничтожено 66 советских аэродромов и 1200 самолетов, из них 800 на земле. Непосредственную охрану участков границы и побережья морей, рек и озер выполняли пограничные войска с помощью своих подразделений погранзастав. Общая численность погранвойск к началу Великой Отечественной войны составляла 170 тысяч человек. Пограничники располагали 11 сторожевыми кораблями, имели 400 сторожевых катеров и других вспомогательных судов, а также около 130 самолетов. Пограничные заставы в июне 1941 года были штатной численностью 42 и 64 человека. Командиром заставы был начальник заставы. У него был заместитель, 1 или 2 в зависимости от численности заставы. Под его командой находились старшина заставы и командиры отделений. Уже первые бои советских воинов с немецко-фашистскими захватчиками показали иллюзорность планов и расчетов гитлеровцев. На всем протяжении границы, охваченной огнем войны, не было ни одной заставы, которая бы отошла без приказа командования. На границе насмерть стали наши пограничники. Они понимали, что их священный долг сделать все, чтобы задержать врага. Гитлеровцы рассчитывали, что очень быстро и легко смогут сломить их сопротивление. Как свидетельствуют обнаруженные у фашистских офицеров документы, на уничтожение пограничных застав командование вражеских войск отводило всего полчаса. Вынужденные принять бой в неблагоприятных условиях, бойцы и командиры-пограничники проявили исключительную стойкость и мужество.
Враг мог окружить заставу, даже уничтожить защитников границы, но он был не в состоянии заставить их сложить оружие. Так, например, на 5-ю заставу Кагульского погранотряда наступала рота фашистов с танками. Гитлеровцам удалось перейти железнодорожный мост через реку Прут. Тогда старший лейтенант Константинов поднял пограничников в контратаку. Враг был отброшен за реку. 2 суток пограничники удерживали занимаемые позиции. За этот подвиг Константинову, сержантам Михалькову и Бузыцкову было присвоено звание Героя Советского Союза. Также 58 атак отразила 5-я застава Черновицкого пограничного отряда. Воины, возглавляемые лейтенантом Алексеевым, 30 суток вели этот неравный бой, уничтожив большее число вражеских солдат и офицеров. В течение 19 дней 2 батальона фашистов с артиллерией и минометами штурмовали гарнизон пограничников, руководимый старшим лейтенантом Каймановым. Не добившись успеха, гитлеровцы вызвали авиацию, но не помогло и это. Защитники границы отразили 60 атак. Затем Кайманову с группой бойцов удалось прорвать кольцо окружения и, пройдя 160 километров по тылам врага, соединиться с частями Красной Армии. Кайманову было присвоено звание Героя Советского Союза. Нужно отметить, что передовые немецкие подразделения по численности и вооружению были более сильными, чем погранзаставы, и к тому же имели в своем составе танки и бронетранспортеры, против которых пограничники были практически бессильны. Поэтому, к примеру, на защите мостов через реку Западный Буг в полном составе погиб личный состав 4-й, 6-й, 12-й и 14-й пограничных застав Владимир-Волынского пограничного отряда. Так же, как и погибли 7-я и 9-я пограничные заставы Перемышльского погранотряда в неравных боях с противником, защищая мосты через реку Сан. И таких примеров мужества и стойкости советских воинов бесчисленное множество. Нет, пожалуй, ни одной семьи, в которой чей-то отец, дед или прадед не отдал бы свою жизнь во благо Великой Победы. И мы, молодое поколение, свято чтим и помним этот великий подвиг наших предков. Мы благодарны им за чистое небо и мирную жизнь. А теперь слово предоставим для открытия фестиваля заместителю главы администрации Козловского района Солдатикиной Марине Сергеевне. Добрый день, уважаемые земляки, дорогие гости. Козловская земля рада приветствовать сегодня вас у нас в гостях. Мы надеемся, что сегодня проведенное время доставит у вас только хорошие впечатления. Но и несмотря на то, что народу сегодня здесь не очень много, я надеюсь, что нас и вас услышат. Самая главная ценность для каждого человека – это радость общения. Поэтому я желаю вам и нам, чтобы мы сегодня все встретились друг с другом и пожелали друг другу счастья, здоровья и удачи. Ну и с вашего позволения открою концертную программу. Сегодня я, пожалуй, с одной из самых патриотичных песен. Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завешенный одним, мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Пусть им нет 25, смертный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимались как один
те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Торжественное слово предоставляется председателю региональной общественной организации «Пограничное братство» в Чувашской республике Шорникову Анатолию Борисовичу. Добрый день, уважаемые гости, козловчане, ветераны, пограничники, афганцы. От Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство» поздравляю вас с открытием фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка». Завтра, 4 утра, у нас начало Великой Отечественной войны. По всей стране проводится народная акция «Сеча памяти». Поэтому мы сегодня здесь, на Козловской земле, приехали с Батырского района, с Умнарского района, с Ядринского района, с Аликовского района, с города Чебоксар, козловчане. Собрались и проводим фестиваль военно-патриотических песен. А также почтить память в честь наших дедов, прадедов, отцов. Минуты молчания. Спасибо за внимание. Открывает наш фестиваль Алексеев Евгений Владимирович. Поприветствуем его. Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди, все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути. Слышь, браток, не грусти, ведь приказ есть приказ. Знает каждый из нас. Напишите письмецо, нет его дороже для бойцов. Напишите пару слов, вы, девчата, для своих пацанов. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою. Солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою. Солдат, 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 солдат.
Третьи сутки в пути. Ветер, камни, дожди. На рассвете нам в бой. День начнется стрельбой. Третьи сутки в пути. Кто бы знал, что нас ждет. Третьи сутки в пути. И рассвет настает. Напишите письмецо, как живет там наш родимый дом. Издалека-далека принесут его мне облака. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. На рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою. Падала земля, с неба падала земля, разрывая в небе крики: падла ты, война! Плавилась броня, захлебнулся автомат. Заглянул в глаза ты смерти гвардии, сержант. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. И дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание. Я вернусь, я сдержу обещание. Про себя тихоря помолюсь, закурю и опять зарекусь. Жаль, что только сейчас понял я,
Главное, что есть ты у меня. А ты там, где смородина растет, и береза тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. Фотокарточку нежно храню, ты смеешься на ней, я кричу. Я вернусь, по-другому нельзя, потому что есть ты у меня. Вновь поход, и опять мы идем, ловим воздух, как лошади ртом. Ну и пусть впереди западня. Главное, что есть ты у меня. А ты там, где смородина растет, и береза тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. А ты там, где смородина растет, и береза тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Но это ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может нас. Комбат, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет ее комбат, комбат. Батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь, 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 агония.
благодарим Евгения Владимировича Алексеева своими бурными аплодисментами, дорогие друзья. Диплом участника Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, награждается Алексеев Евгений Владимирович. Служу пограничному братству. А также журналом «Пограничник» с наилучшими пожеланиями на память от широкого пограничного братства. Поздравляем! Спасибо. Дорогие уважаемые гости, хочу обратить ваше внимание на то, что принимать участие в нашем фестивале патриотической песни может любой желающий. Подходим, записываемся, если есть фонограмма, подходим с фонограммами. Если нет, попробуем что-нибудь найти из нашего репертуара. А следующая участница нашего фестиваля встречаем бурными аплодисментами Анастасия Георгиевна Михайлова. Кто-то бредит, кто-то злобно стонет, кто-то очень-очень мало жил. На мои замерзшие ладони голову товарищ положил. Пусть спокойны пыльные ресницы и кругом не русские поля. Спи, солдат, пускай тебе приснится город наш и девушка твоя. Может быть, с землянки после боя на колени теплые ее прилегло кудрявой головою счастье беспокойное мое. Спасибо большое, дорогие друзья, для вас от меня в подарок вот этот самый прекрасный день песня Алёша. Белеет ли в поле пороша, 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 белеет ли в поле пороша, и льгулки ливни шумят, стоит над горою Алёша, 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 стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. Немало под страшною ношей, под страшною ношей, немало под страшною ношей легло безымянных парней. Но то, что вот этот Алёша, 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 но то, что вот этот Алёша известно Болгарии всей. Долинам покоем объятым, покоем объятым, долинам покоем объятым, ему не сойти свысока. Цветов он не дарит девчатам, 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 цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Белеет ли в поле пороша, 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 белеет ли в поле пороша, и льгулки ливни шумят, стоит над горою Алёша, 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 стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат, в Болгарии русский солдат. Спасибо большое. Ну, я еще собираюсь, конечно, спеть. Не выгоняйте, пожалуйста. Спасибо огромное Насте Михайловой. Очередные участники нашего фестиваля — это квартет. Попросим на сцену. Квартет из
Падревского района, квартет, который называется «Пограничные братства», как ни случайно. И представлю участников нашего квартета очередного. Это Тенюков Николай Иванович, Харитонов Михаил Миронович, Быков Анатолий Алексеевич и Толстов Николай Петрович, прошу прощения. Во-первых, уважаемые друзья, примите от пограничников Батырского района пламенный привет и массу наилучших пожеланий. Внимание, наряд! Равняйсь! Смирно! Приказываю выступить на охрану границу Союза Советских Социалистических Республик. Вид наряда «Дозор». Есть выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Наряд направо. На охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Шага марш! Дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит, ночь темна и кругом тишина, спит советская наша страна. Ночь темна и кругом тишина, спит советская наша страна. Возле самой границы овраг, может, чаще скрывается враг, но каких бы не встретил врагов, дать отпор пограничник готов. Но каких бы не встретил врагов, дать отпор пограничник готов. Чтоб всегда был свободный народ, наша армия нас бережет. Ночью снегами покрыт, на посту пограничник стоит. Лишь дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит. Песня «Зеленые погоны». Это, я не ошибусь, наверное, если скажу, гимн всех пограничников. Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно застава не смыкает глаз. В любой момент ракета в небо может сбиться, и тот же миг приказ ружье поднимет нас, а на плечах у нас зеленые погоны. И мы с тобой, дружок, опять идем на рядку пограничника. Суровые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. У пограничника суровые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Наш БТР стоит у самого залива, грохочет громко и негромко дизеля. И каждый вечер по волнам неторопливо прожекторов лучи тревожные скользят, а на плечах у нас зеленые погоны. И мы с тобой, дружок, опять идем на рядку пограничника. Суровые законы. Нельзя нас спать, когда другие люди спят. У пограничника суровые законы. Нельзя нас спать, когда другие люди спят. Давно привыкли наши руки к автоматам, да
но умеем мы без промаха стрелять. А нас скучают дома милые девчата, и письма нежные нам ждет отец и мать. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на вятку пограничника. Суровые законы, нельзя нас спать, когда другие люди спят. У пограничника суровые законы, нельзя нас спать, когда другие люди спят. Следующая песня «На границе». На границе тучи ходят мора, край суровой тишиной объят. У высоких берегах Амура часовые родины стоят. У высоких берегах Амура часовые родины стоят. У солдат совсем не что мастишкой, но душой и сердцем богатырь. Раньше знал границу он по книжкам и ходил стрелять в спортивный тир. Раньше знал границу он по книжкам и ходил стрелять в спортивный тир. А теперь в любую непогоду и везет от родины покой. Возмужал в ученьях и походах пограничник парень молодой. Возмужал в ученьях и походах пограничник парень молодой. Нам грозить напрасно и не надо, на границе Зорькиной стоит. Не хотим чужой земли не надо, и своей сердца не отдадим. Не хотим чужой земли не надо, и своей сердца не отдадим. Спасибо. Так, представитель Батырского района, подождите секундочку. Председатель вас наградит. Поздравит с праздником. Наградит ценными подарками и дипломами. Дипломами участников республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, награждается Быков Анатолий Алексеевич, а также журналом «Пограничного сотрудничества». Поздравляю! Спасибо. Служу пограничному братству. Также награждается Толстов Николай Петрович. Спасибо. Харитонов Михаил Миронович. Служу пограничному братству. Кинюков Николай Иванович. Служу пограничному братству. Большое спасибо за то, что издалека приехали у нас батурские пограничники. Спасибо представителям Батыровского района, прекрасному квартету, который выступает только вживую, еще и со сценическими приемами. Хочу напомнить то, что мы рады слышать всех желающих участников. На сегодняшний день у нас пока 9 участников, 6 коллективами получается. Будем рады слышать любые песни на патриотическую тему, песни о родине, о маме. Поэтому не стесняйся, подходим, оставляем заявочки и выступаем. Слово участнику очередному предоставляется Мингалеву Александру Егоровичу. Попросим на сцену вас. И я хочу своими песнями отдать дань почести всем погибшим в Великой Отечественной войне,
нашим дедам, нашим прадедам. Да, скорбный день, завтра день начала войны, мы все помним. Мои два деда, один дед погиб в 1944 году, другой вернулся с войны, но не прожив полгода полученных ран, контузии, он скончался 16 марта 1946 года. Песню, которую я вам исполню, написал на стихи Александр Навазов, офицера-десантника, прошедшего Афган и Чечню. Это связь времен. Здесь и Великая Отечественная война, здесь и Афган, здесь и Чечня. Седина молодых. Мокрый совок и примерзший блиндаж. Ты прости меня, Бог, что стреляет, шептал отче наш. Не кощунствовал я, здесь во всем виновата война. Смерть досталась друзьям, но мне седина, седина, седина молодых. Это метка войны, это жизнь за двоих, это страшные сны, седина, боль утраты и радость побед, седина, третий тост за тех, кого нет. Мне бы мало поспать, обогреться и выпить вина, но приказ наступать, и в атаку зовет старшина. Сводный ранен в бою, в роте выбита тресь. Я не дрогну, убью, чтобы хоть до утра уцелеть. Седина молодых, это метка войны, это жизнь за двоих, это страшные сны, седина, боль утраты и радость побед, седина, третий тост за тех, кого нет. Долг мы выполним свой, и не хуже отцов. Честно встретен любой взгляды фронтовиков. Смерть одна в Сталинграде, Кабуле, Чечне. И одна седина на войне, на войне, седина молодых. Это метка войны, это жизнь за двоих, это страшные сны, седина, боль утраты и радость побед, седина, третий тост за тех, кого нет. Седина молодых, это метка войны, это жизнь за двоих, это страшные сны, седина, боль утраты и радость побед, седина, третий тост за тех, кого нет, за тех, кого нет. И следующая песня я написал по дороге в Чечню, город Грозный. Эту песню я назвал «А дома ждет». Любимая, посвящаю нашим семьям офицеров спецназа.
туда, откуда не все возвращаются. Мы едем туда, где пот и кровь проливаются. Мы едем туда, где судьбы решаются пулей шальной. Мы едем туда, чтоб покончить с проклятой войной. А дома ждет любимая с младенцем на руках. А дома ждет родимая слезами на глазах. Прости меня, любимая, прости меня, малыш, что на прощание, милая, обнять вас не успел. Прости меня, любимая, прости меня, малыш, что на прощание, милая, обнять вас не успел. Не ехать туда, это значит Россию предать. Не ехать туда, это значит честь совесть продать. И мы едем туда, потому что святая в нас вера. Мы едем туда, чтобы выполнить долг офицера. А дома ждет любимая с младенцем на руках. А дома ждет родимая слезами на глазах. Прости меня, любимая, прости меня, малыш, что на прощание, милая, обнять вас не успел. Прости меня, любимая, прости меня, малыш, что на прощание, милая, обнять вас не успел. Мы искренне благодарны нашим женам, нашим детям за их терпение, выдержку, за умение скрывать слезы в такие вот моменты, когда нас провожали в Чечню, в зону боевых действий. А дома ждет любимая с младенцем на руках. А дома ждет родимая слезами на глазах. Прости меня, любимая, прости меня, малыш, что на прощание, милая, обнять вас не успел. Прости меня, любимая, прости меня, малыш, что на прощание, милая, обнять вас не успел. Спасибо Александру Егоровичу. Дипломом участника республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, награждается участник боевых действий и спецназовец Мингалев Александр Егорович. А также на память с наилучшими пожеланиями от широкого пограничного братства журнал «Пограничник». Служу Отечеству, спецназу. Ну и следующий участник, очередная участница. Еще раз встречаем Михайлову Анастасию с песней «А не». Щекочу мне, я ландарата.
чува, ачузе асадан, сагран каймастав, тетем печек чухне, анчах курнаш, кетсета маспире, баян хибун, алуна исулан, ниче чува, ачузе асадан, сагран каймастав, тетем печек чухне, анчах курнаш, кетсета маспире, курнаш умне, кадар трынесане, курнаш мене, берен трынесане, мен пурыне, парадыне спире, хавчеруне, помахатер ане, баян кибу, алуна есула, инчи чува, ачузе асада, сагран каймаста, тетем печек чухне, анчах курнаш, кетсета маспире, баян хибу, алуна есула, инчи чува, ачузе асада, сагран каймаста, тетем печек чухне, анчах курнаш, кетсета маспире. Ширшинче, ачузем жень, эскуш хупан перте, кушуль беле, туна кужузене, шума хадер, эпкашный чехане, баян хибун, алуна есула, инчи жула, ачузе осада, санран каймаста, чухне, анчах курнаш, кетсета маспире, баян хибун, алуна есула, инчи жула, ачузе асада, санран каймаста, тетем печек чухне, анчах курнаш, кетсета маспире, санран каймаста, тетем печек чухне, анчах курнаш, кетсета маспире. Аннешем юрададып сына, тавдывадып, эс юнашар пурышыне. Дипломом участника республиканского фестиваля военно-патриотической песни Георгиевского «Ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, награждается Михайлова Анастасия Георгиевна, а также журнал «Пограничник» от Чувашской республиканского общественного организации «Пограничники пограничного братства», Землячки и села Аликова. И следующая участница нашего фестиваля патриотической песни Просукова Жанна Юрьевна. Встречаем бурными аплодисментами, дорогие друзья. Но вновь и вновь мои тревожатся. Безусый паренек, совсем мальчишка, который не вернулся с той войны.
сотни лет. Но снится мне тревожными ночами мой молодой, мой вечно юный дед. Над миром вновь бушует светлый май, который год мы празднуем победу. Но все, что сохранили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Я знаю о войне лишь понаслышке, но матерям сегодня не до сна. Ведь подрастают юные мальчишки, а где-то до сих пор идет война. О, сколько их еще, наверное, будет солдат, не возвратившихся с войны. Для вас война, к вам обращаясь, люди, мы научиться мир беречь должны. Над миром вновь ликует светлый май, который год мы празднуем победу. Но все, что сохранили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Ты помни, путь к победе был непрост, кровавою была его цена. Ты помни Бухенвальд и Холокост, и страх, и смерть, что сеяла война. Ты помни посидевших матерей, солдат, не возвратившихся войны. Все это помнить мы с тобой должны. Все это помнить мы с тобой должны. Все это помнить мы с тобой должны. Ради нашего будущего поколения. Над миром ликует светлый май, который год мы празднуем победу. Какой ценой досталась нам победа? Ты помни, никогда не забывай. Все, что наши сделали деды, мы будем помнить и никогда не забудем. И будем беречь наш мир. Дипломом участника республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Георгиевская ленточка», посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, от Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство» награждается Просукова Жанна Юрьевна, а также журнал «Пограничник» от Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство».